Здравствуйте! Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсен Николаев расскажет об эпидемиологической обстановке в регионе на 3 июля. Айсен Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Всего с начала коронавирусной инфекции у нас в республике 4365 ее случаев. За последние сутки по республике 50 новых случаев, 41 по городу Якутску, 3 Мирный, по 2 случая в Нерюнгринском и Амгинском районах. При этом хочу отметить, что у нас 31 человек находится в тяжелом состоянии, 8 на аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас со 2 числа снят ряд ограничений, работают торговые центры, летние кафе, начал работать водный транспорт и автомобильный транспорт на перевозку пассажиров между районами. Конечно же, увеличивается контактность между людьми, и настоятельно рекомендую жителям республики соблюдать масочный режим, а также социальное дистанцирование. Это очень важно. Также местным администрациям всем и отраслевым министерствам, конечно, надо усилить контроль за работой объектов торговли и сферы услуг, соблюдение, опять же, продавцами всех тех требований, которые на сегодняшний день действуют по линии Роспотребнадзора. Прошу также граждан на такие случаи очень четко реагировать и давать сообщения по горячим линиям по борьбе с коронавирусом или управлению Роспотребнадзора местной администрации для принятия мер. С сегодняшнего дня по всей республике началась сдача экзаменов, единых экзаменов государственных. Все пункты отработали нормально, ни одного случая отстранения людей от сдачи экзаменов, от работы в приемных комиссиях из-за высокой температуры не зафиксировано. Надеемся, что и в дальнейшем сдача экзаменов пройдет на высоком уровне, но при этом, конечно же, прошу родителей, самих выпускников строго соблюдать меры самоизоляции для выпускников, для того, чтобы до конца экзаменов быть здоровыми. Это очень важно для будущего поступления в высшие учебные заведения. Также хочу отметить, что в этом году достаточно серьезная у нас изменились условия вообще поступления в вузы, и, соответственно, не надо в этом году медицинские справки по форме 086У выпускникам предъявлять в учебные заведения. К сожалению, опять же в WhatsApp мессенджерах и так далее, там идет всякие фейки, что надо обязательно справки срочно получать. Дети приходят в поликлинике, но, естественно, еще раз говорю, что в этом году эти справки не нужны. Не надо лишний раз ходить по общественным местам. Что касается плана приема в медицинских учреждениях, он тоже сейчас не проводится. Состояние по коронавирусной инфекции в целом по стране и у нас, в частности, здесь в республике не позволяет сейчас переходить к этапу плановой работы медицинских учреждений. По мере стабилизации ситуации, улучшения ее, конечно, эта работа начнется, но пока, еще раз хочу подчеркнуть, плановой работы по медицинским учреждениям пока нет. Здесь тоже не надо думать, что ограничения в этой части снят. В целом, я считаю, что у нас ситуация стабильная. Мы, как и предполагали, что заболеваемость по республике в пределах 40-50, она в эти дни будет стоять, колебаться, но дальше, надеемся, все-таки пойдет уже дальнейший плавный спад. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева с информацией об эпидемиологической обстановке в регионе. Мы продолжаем. В Нерюнгре продолжаются рейды. В целях профилактики новых случаев заболевания COVID-19 Оперштаб проверяет объекты торговли, уличные кафе и управляющие компании. Как оказалось, не все соблюдают предписанные меры Роспотребнадзора. Комиссия зафиксировала ряд нарушений по масочному и дезинфекционному режимам. Некачественный, недобросовестный подход в какой-то части со стороны и работников торговой точки, и предприятия общепита, и работников, и работодателей. К сожалению, со стороны управляющих компаний тоже отмечается ряд нарушений по вопросам обеспечения дезинфекционного режима на своих объектах. На отдельных домах, которые должны обрабатываться в ежедневном режиме, отсутствуют графики проведения обработки, не выполняются в полном объеме дезинфекционные мероприятия и так далее. То есть по каждому из выявленных случаев будут вынесены предостережения
и будет приниматься решение о привлечении к административной ответственности должностных лиц и предприятий. 230 природных пожаров на общей площади более 1 миллиона 350 тысяч гектаров действуют на территории Якутии. Напомню, что накануне в республике был объявлен режим ЧС регионального характера. За сутки возникло 35 пожаров и 12 ликвидировано. Очаги тушат более 1000 человек и порядка 100 единиц техники. В связи с осложнением лесопожарной обстановки на территории республики заработал телефон горячей линии. Номера вы сейчас видите на своих экранах. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхоянском районе. В поселке Батагай удалось локализовать лесной пожар. Об этом ЕСИА сообщил глава района Гаврил Чириков. Сегодня объединенные силы противопожарной охраны, десантников авиалесоохраны и добровольцев приступят к ликвидации очага. Гаврил Чириков сообщил, что 2 очага возгорания возле поселка появились 29 июня в результате сухой грозы. Сразу были подняты по тревоге расчеты противопожарной службы. 1 очаг был локализован и потушен в тот же день. Однако 2-й очаг быстро распространялся, чему способствовал сильный ветер. И из-за погодных условий потушить его не удалось. Прокуратура Тампонского района признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту лесного пожара. Установлено, что 22 июня работники филиала угольного разреза Джибарики-Хая на одном из угольных блоков провели взрывные работы, в результате которых произошло возгорание лесного массива, находящегося в непосредственной близости от места проведения взрывных работ. Предварительный ущерб, причиненный лесному фонду в результате лесного пожара, составил более 314 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокурора Тампонского района. К другим темам. Основной этап ЕГЭ стартовал в России. Выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, сегодня сдают экзамены по информатике, географии и литературе. Заявление на ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек. Экзаменационная работа состоит из 2 частей, включающих 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. ЕГЭ по географии планируют сдавать около 17 тысяч человек. Работа также состоит из 2 частей, которые содержат 34 задания. На их выполнение отводится 3 часа. Сдавать ЕГЭ по информатике будут свыше 98 тысяч человек. Им предстоит за 3 часа 55 минут выполнить работу, которая состоит из 2 частей и включает в себя 27 заданий. Свои результаты участники ЕГЭ по этим предметам узнают не позднее 17 июля. Библиотеки Якутии вновь открывают свои двери после пандемии коронавируса. Национальная библиотека Якутии имени Пушкина начнет работать с 6 июля. Сейчас там находится мой коллега Дмитрий Тымыров. Узнаем, как идет подготовка к открытию. Дима, добрый день, ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Хочется отметить, что да, действительно, со следующей недели все библиотеки столицы, в том числе и республики, начнут работу. А в эти дни они начали работу по благоустройству своих рабочих мест, а также по очистки от мусора, от ремонтных работ и так далее. Минувшим днем здесь в Национальной библиотеке провели дезинфекцию помещения. Также здесь вы можете увидеть то, что они здесь уже подготовили рабочие места, где будут ходить посетители библиотеки и будут социальная дистанция. Также здесь они поставили средства индивидуальной защиты и так далее. В эти дни, а со следующей недели, кстати, все библиотеки, они полностью не откроются, они будут работать в ограниченном режиме. Здесь в Национальной библиотеке будут работать 2 отдела, это сектор электронных услуг, а также абонентский отдел. А зал каталога, он не будет работать. А более подробно, как вообще они провели эти 4 месяца, можно сказать, в заточении, и какие работы здесь были проведены в период пандемии, нам расскажет сотрудник Национальной библиотеки Светлана Попова. Светлана, еще раз здравствуйте. Расскажите, какая работа была проведена в эти 4 месяца. Добрый день, Дмитрий, еще раз. Библиотека практически не прекращала свою работу. Все услуги библиотеки перешли в дистанционный режим. Наши сотрудники в удаленном режиме выполняли обслуживание, и благодаря тому, что у нас электронная библиотека есть, которая содержит более 40 тысяч документов,
Благодаря этому библиотечное обслуживание практически не прекращалось. Ну, в частности, мы разработали несколько прорывных проектов, мы считаем, да, которые в том числе они стали на уровне России такие известные уже. Это первый проект «Персональный библиотекарь», в рамках которого человек, любой обратившийся, мог позвонить в колл-центр, и к нему прикреплялся персональный библиотекарь, который был навигатором ему для того, чтобы он получил информацию в полном объеме. Хорошо, Кроме спасибо. того, да, все сервисы у нас работали. Также в электронной библиотеке можно было запросить доступ на книгу на 14 дней с правом продления. Кроме этого, другие услуги тоже активно развивались и были очень востребованы. Спасибо, Светлана. Ну, в конце хочется отметить, что ограничений по времени работы здесь не будут. Библиотека будет работать также с 9 утра до 18 часов, и здесь будет соблюдаться масочный режим. На этом у меня все. Анастасия. Дима, большое спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Наблюдательный совет под председательством главы Якутии Айсена Николаева рассмотрел перспективы развития территории опережающего развития Якутия и Южная Якутия. Глава региона отметил, что в настоящее время на территории Торов ведут свою деятельность 38 резидентов, которыми инвестировано 48 миллиардов рублей. Реализация проектов рассчитана на создание более 9 тысяч новых рабочих мест, из которых на сегодняшний день создано 7 тысяч. На территории Тор Южная Якутия построены крупные горно-обогатительные комбинаты, шахты, создана большая инфраструктура. Проекты резидентов Тор Якутия в первую очередь направлены на развитие местного производства строительных материалов. Также функционирует круглогодичный тепличный комплекс. Построен и уже начинает работать ювелирно-гранильный кластер. В Усть-Майском районе установили отреставрированный памятник к 75-летию Великой Победы. Его открыли на местности, где раньше находился колхоз «Красный маяк». Как изменился памятник, расскажет Юрий Таюрский. В 1937 году в устье речушки Кубяи, живописной местности Улбут-Хаята, был образован колхоз «Красный маяк». Вскоре он стал передовым хозяйством в Усть-Майском районе. Колхозники содержали крупный рогатый скот и лошадей, выращивали картофель и капусту, зерновые культуры. Мы приехали тут почтить наших предков. Я впервые сюда приехала и очень волнуюсь. А волноваться потомкам жителей Красный маяк есть от чего. Они присутствуют на реставрации и открытии памятника своим предкам, которые жили и работали здесь. Отсюда их родственники и уходили на фронт. Последний путь стоял перед клубом, и поэтому на это, где они стояли, в это место мы поставили это. Да. И они отсюда ушли, мы весь поселок провожали. Они все погибли. Без пропавшие все. В прошлом году я нашла книгу, а там было написано, что наш отец погиб под Сталинградом. Ехала, нет. Да. Сейчас не могли найти его. Только память осталась, память у нас. Варваре Михайловне Шишигиной и принадлежит идея создания памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. К 60-летию Победы здесь торжественно и открыли памятник. Сегодня его расширили, добавили списки ветеранов тыла, детей войны и председателей колхоза «Красный маяк». Одна из поправок в Конституции говорит о том, что мы, должны хранить память и не искажать ее. Мы должны помнить, как наши предки сражались в Великой Отечественной войне, как снабжали фронт всем, чем могли, как выживали. И, соответственно, пока жива эта память в нас, все это будет жить. Иван Михайлович Атласов, уроженец Красного маяка, один из активных создателей памятника, подарил усть-майцам и венкийский флаг, который взвился над Аласом. У вас очень большая, богатая история. Храните эти истории для будущих поколений. Прошу вас. Местная общественная организация Ассоциации венков Усть-Майского Улуса района организовали открытие обновленного памятника. Все работы по реставрации и его создании приняли участие потомки колхозников Красного маяка из Ижанцев и Усть-Майи.
Юрий Таюрский, участок Красный Маяк, Усьманский район. Сезон отпусков в самом разгаре, и многие россияне сейчас находятся в раздумьях, куда поехать, какой регион посетить. Тем более, что с начала июля 67 регионов нашей страны уже стали доступны для туристов. О том, как и где москвичи собираются провести постпандемическое лето 2020 в материале Айсены Бурнашовой. По данным Ростуризма, в топе наиболее привлекательных регионов для внутреннего туризма первую строчку занимает Краснодарский край. Лазурный берег, бескрайние пляжи и ласковое море. Многие москвичи уже планируют провести свой отпуск именно там. Как относитесь к внутреннему туризму? Очень положительно, советую многим. Просто я думаю, что в этом году очень много количества народу будет отдыхать у нас на Черном море. А еще Крым, Калининград, Карелия, Алтай, Хакасия. Всего 67 субъектов страны уже готовы принимать гостей из других регионов. Естественно, с соблюдением всех необходимых правил безопасности. При этом, как отмечают сами жители столицы, эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. И это подстегивает их быстрее паковать чемоданы. У нас страна большая. Я считаю, что можно и у нас в стране много что посмотреть. Я честно говоря, дальше Урала нигде не был. Хочется в том числе и в Якутии, возможно, побывать, на Дальнем Востоке. Сейчас отличная возможность для этого, я считаю. Природа Якутии, многовековая культура и традиции республики всегда привлекали туристов из самых разных уголков мира. Этот год не исключение. Туристы готовы ехать в регионы и с нетерпением ждут открытия якутского тур-направления. Наверное, съездить надо когда-нибудь, но пока не был. А внутренний туризм – это очень хорошо. Почему бы нет? Может быть, интересно. Я вообще по всей нашей стране с удовольствием езжу. Якутия у меня ассоциируется с какими-то такими большими шикарными мехами. С собачками, с оленями. Это прям очень красиво. Я смотрю все время. Мне прям хочется там побывать. Если ситуация с коронавирусом в Якутии стабилизируется и количество больных сократится, то через 2 недели республика выйдет уже на 3-й этап снятия ограничений. Возможно, именно тогда и можно будет говорить о запуске туризма в республике. Москвичи готовы ждать. Тем более, по данным Ростуризма, турсезон 2020 года в России продлится до глубокой осени. Время еще есть. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.